Для тех, кого нельзя убить, нету войны конца. Она детей своих растит с улыбкой бойца, с его привычкой побеждать, сложив судьбу из мук, с его привычкой выживать через испытаний круг, с его привычкой умирать, не разжимая рук. Все крутится вокруг событий тех лет, когда начались массовые эмиграции. И есть главный герой. Это непридуманный персонаж, даже его имя сохранено. Те события, которые происходили с этим человеком, он был имамом. И все это описано в этой поэме. История, описанная в этой поэме, я думаю, будет интересна каждому, не только крымскому татарину, но каждому человеку, который живет в Крыму. Потому что эта история была с нами, она с нами происходила. Да, к счастью, это было очень давно. И я надеюсь, что эти события, которые описаны в этой поэме, уже не повторятся. Но забывать о них и не сказать о них мы не можем. Бек Мерахлы yazdı, açık aydın yazdı. O özün desturuna koydu, yani yaşayış faziletin, geleceğin, тарихны yazdı. Впечатления, конечно, огромные. У нас, вы знаете, в душу запала эта поэма, и мы обязательно проведем, наверное, не одну еще творческую встречу. Желаю ей творческих успехов, желаю ей гореть и творить. Эльбира ханым bu халқыны, келечегіне, халқыны аятына, бүтін nasıl айтайым, лақайт бүгіл, о жан күйдіре. О бүтін мына бұл кітішатыны өзінің қалбінден кечірген. Кетмемекке чағыра, ватанымызға бағланып, ватанымызны қорчалап,